Доброе утро! Добро пожаловать в новый день. В студии работает Катерина Винокурова. Желаю вам сегодня только хороших, добрых новостей и отличного настроения. Встречаем первый зимний месяц вместе с нами. 1 декабря на календаре, день недели вторник. И сегодня отмечается Всероссийский день хоккея. Всемирный день борьбы со СПИДом также сегодня. А профессиональный медицинский праздник сегодня отмечают неврологи. Мы поздравляем уважаемых врачей. А в нашей республике сегодня, как вы знаете, стартует уже ежегодный фестиваль «Зима» начинается с Якутии. И уже вчера начали проводиться различные мероприятия в рамках фестиваля. Ну а сегодня не пропустите в эфире нашего канала прямой эфир зажжения главной елки республики. Включайте свои телевизоры в 15:30. Ну а какая погода ждет нас 1 декабря, узнаем прямо сейчас. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 18, минус 33 градуса. Днем ожидается минус 17, минус 31. В Заречье минус 24, минус 39 утром. Днем минус 20, минус 35. В Южных минус 20, минус 26 утром. Днем минус 18, минус 21 градус. В Вилюйских Улусах минус 20, минус 21 утром, днем минус 18, минус 22. В Нижнеленских минус 21, минус 29 утром, днем минус 21, минус 29. В Западных Улусах минус 15, минус 21 утром, днем минус 15, минус 20 градусов. В Колымаге-Гирских минус 21, минус 31 утром, днем минус 19, минус 31. В Янских минус 14, минус 28 утром, днем минус 13, минус 28. В северо-западных минус 5, минус 14 утром, днем от минус 4 до минус 15. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 26 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный 1,5 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 23, минус 25 градусов. Ну а далее я хочу передать слово своим коллегам из информационной службы. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Доброе утро, это телеканал Якутия-24, вы смотрите новости. Официальные данные федеральной и региональной статистики показали, что по республике начинает прослеживаться постепенное снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе заседания Республиканского оперативного штаба. Тем не менее, расслабляться рано, наоборот, необходимо усилить проведение превентивных мер, сказал глава республики. Согласно статистике, в республике отмечается снижение количества госпитализаций, сокращение звонков на горячую линию, позитивная динамика по сокращению количества тяжелых больных, в том числе находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Школы Хангаласского района постепенно переходят на очную форму обучения. Напомним, с 9 ноября почти половина школ района перешла полностью на дистанционное обучение, а с 23 ноября начались первые послабления. На сегодняшний день 17 школ Хангаласского района вернулись к очной форме, в 9 школах обучают в очно-заочном, смешанном формате, и только в одном учреждении в Булгуньяхтахской средней школе сохраняется полное дистанционное обучение. В Булгуньяхтахской школе принято решение, что они остаются на дистанте, потому что сохраняется количество болеющих в наследии, и до сих пор есть учителя, которые болеют ковид. В целом по Улусу в образовательных учреждениях, не только в школах, детсадах и учреждениях доп. Образования, можно отметить, что динамика положительна,
том плане, что снижается количество заболевших и сотрудников, и детей. Во многих наслегах, будем так говорить, чистая зона. И мы надеемся, что вот эту неделю отучимся, как принято решение школам, то в следующей неделе, может быть, у нас увеличится количество тех школ, которые будут учиться в очном формате. Около 47% населения республики получили прививки от гриппа и ОРВИ. План иммунизации против гриппа составляет 60%. Для этого планируется вакцинировать еще 143 тысячи человек, из которых 83 тысячи проживают в Якутске. Как сообщила министр здравоохранения Елена Борисова, для организации прививочной кампании в Якутии сформировали 48 медбригад. Также отдельную работу проводят с частными и подведомственными клиниками, в которых закреплено свыше 7 тысяч якутян. С начала месяца льготники разных категорий смогут получать уведомления о положенных им выплатах и услугах. До этого людям нужно было уточнять информацию самостоятельно. В результате о положенных им соцуслугах многие не знали. Информация будет доступна для пользователей приложения госуслуги. Там же врачи, не получившие коронавирусные выплаты, смогут оставить жалобу. Изменятся также правила оформления больничных. Электронный документ можно будет использовать сразу на нескольких местах работы. Кроме этого, получить листок временной нетрудоспособности можно будет в случае закрытия детского сада на карантин из-за пандемии. А часть сделок с нотариусами теперь можно будет оформлять дистанционно. Льготный кредит под 2% годовых получили 3127 молодых семей республики по программе «Дальневосточная ипотека» для улучшения своих жилищных условий. Ипотека по программе предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, также участникам программы «Дальневосточный гектар». Основные условия кредита – процентная ставка 2% годовых, первоначальный взнос не менее 15%, максимальный размер кредита до 6 миллионов рублей на срок не более 20 лет. Банки принимают заявки во всех 11 субъектах Дальневосточного федерального округа. В столице региона стартовала ежегодная благотворительная акция «Елка добра». В торговых центрах установлены елки с записками, где указаны имена детей, которые ждут подарков от добрых горожан. Традиционно подарки получат воспитанники коррекционных школ и домов-интернатов. Внести свою лепту в исполнение мечты ребенка и подарить праздничное настроение может любой желающий. Для этого нужно выбрать открытку с елки добра, купить подарок и положить его возле новогодней елки. Тогда ребенок, которому этот подарок будет адресован, обязательно получит подарок к Новому году. Сегодня в рамках старта акции глава Якутии Айсан Николаев одним из первых купил подарок воспитаннику детского дома. Елка добра, она в Якутске уже проходит 5-й раз. Вот здесь именно по линии города добра, здесь в хозмаркете. Я всегда принимаю участие в этой акции. Очень рад, что благодаря этой акции многие дети могут приобщиться к новогодней сказке. Потому что, конечно же, под Новый год не то что дети, но и взрослые даже мечтают о новогоднем чуде, чтобы какие-то их желания сбылись. К сожалению, достаточно много детей, которые в силу разных причин не могут получить эти подарки. И вот эта акция позволяет как раз как можно большему количеству детей вот эти подарки получить. Так, и приобщиться, еще раз говорю, к новогодней сказке. Таковы новости к этому часу. Удачного вам дня, берегите свое здоровье, носите маски. Спасибо коллегам. Мы продолжаем наш эфир и знакомим вас с интересной утренней информацией. Создана маска в стиле музыкальной группы Daft Punk со встроенными сменными фильтрами для тех, кто боится слежки. Маска Black позиционируется не только как средство для защиты от камер слежения и распознавания лиц, но еще это необычный аксессуар в эпоху коронавируса. Внутри маски есть система фильтров. Одного комплекта хватит на 2 недели. При этом внутри все устроено так, чтобы человеку было легко дышать, но при этом он был защищен от болезней, передающихся воздушно-капельным путем. Корпус маски выполнен из пластика. В ней компания выпустила сменные панели, чтобы человек смог подобрать дизайн под себя. Крепится она с помощью обычной лямки, которая держится на затылке.
маска-яйцо, как ее уже называют, уже в продаже. Ее цена составляет $79 или около 6 тысяч рублей. За комплект с 2 сменными панелями придется доплатить еще $20. А вот история о том, как небольшое хобби переросло в настоящий бизнес. Жительница Коста-Рики Лорена Родригес прославилась в соцсетях благодаря настолько красивому печенью и пряникам, что их, по словам подписчиков, просто грешно есть. Лорена всю жизнь занималась дизайном мебели и интерьеров. К рождественским праздникам она пекла пряники, украшала их глазурью и дарила друзьям и родственникам. Творения женщины вызывали бурный восторг, так как вскоре родные буквально заставили ее завести блог и делиться снимками своих работ. Так у Лорены появились свои клиенты. Она стала печь пряники, печенье не только к Рождеству, но и ко дням рождения, свадьбам, Дню Святого Валентина и другим праздникам. Ну а вскоре открыла свою кондитерскую и онлайн-магазин. Отличный пример того, что надо верить в свои силы, не без помощи, конечно, поддержки близких, тогда обязательно все получится. Не забывайте об этом. Ну а далее предлагаю прослушать астрологический прогноз на день 1 декабря. У овнов сегодня отличный день для того, чтобы избавиться от плохой привычки. Сверните на сегодня свои амбиции и спрячьте их в дальний угол. Задумайтесь, не преувеличиваете ли вы значимость денег? Возможно, вы забываете о другом счастье. Сегодня тельцы смогут вынести правильный урок из сложившейся ситуации. Если вас кто-то сегодня обидит чем-то, не отвечайте тем же. Так вам будет лучше. Подумайте, не забыли ли вы о своих друзьях, когда в вашей жизни появилась любовь? Звезды говорят, что кто-то на вас обижается. Близнецы. Отличный день для того, чтобы всей семьей придумать свои собственные традиции. Не отталкивайте людей, обратившихся сегодня к вам за помощью. Не ищите истины в вине. Остановитесь, пока сами еще не на дне. Сегодня для раков возможна ситуация, в которой они смогут на 100% проявить себя. И это не останется незамеченным окружающими. Сегодня вы найдете вдохновение в помощи другим. Если вам кажется, что вы уже хорошо подумали и что-то придумали, то подумайте еще раз, прежде чем начинать какие-то действия, направленные на ваше будущее. Львы. Сегодня отличный денек для прогулки по магазинам. Качественные вещи по прекрасной цене сами будут идти к вам в руки. Сегодня звезды советуют вам не засиживаться за работой или компьютером, а ложиться спать пораньше. Люди ждут от вас большего, чем вы сегодня можете им дать. Девы. Сегодня вы сами для себя наилучший гороскоп, и психолог, и гадалка, поэтому слушайте только себя, чтобы получить отличное самочувствие и желаемое в придачу. Думайте, прежде чем что-то говорить, возможно, сегодня вы случайно обидите близкого вам человека. Чтобы избежать бессмысленной конфронтации, следует держать себя в руках. Весы. Забудьте хоть ненадолго о своей подозрительности и осторожности по отношению к людям, и жизнь преподнесет вам такой сюрприз, о котором вы и не мечтали. Сегодня вы будете ждать от кого-то поддержки, но не стоит на этом зацикливаться. Не напрашивайтесь в гости, сегодня вы не совсем желанный гость. Сегодня у скорпионов наблюдается максимальное использование своего таланта. Тем, кто умеет сохранять спокойствие, будет проще сориентироваться в ситуации. Все сегодня будут норовить обратиться к вам, тогда как им будет хотеться одиночества. Организаторские способности стрельцов просто зашкаливают. Вы организуете такое мероприятие, о котором все запомнят еще надолго. Возможно, сегодня вы увидите того, кто в дальнейшем повлияет на его развитие. Сегодня вам покажется, что вас загнали в угол. Сегодня будет отличный момент заняться планированием своего будущего. Козероги смогут аккуратно записать свои желания либо соорудить доску визуализации. Также вы можете оказаться в роли синоптика, потому что будете строить погоду всем окружающим. Сегодня звезды гороскопа вряд ли дадут водолеям спокойно усидеть на месте. Вы будете очень кропотливо относиться к делам, но это будет раздражать тех окружающих, которые путают кропотливость с медлительностью. Вероятны обстоятельства, которые могут разрушить ваши текущие планы.
рыбы. Сегодня все вокруг будто наелись смешинок, и вы тоже заразитесь смехом. Пора вспомнить, что в жизни существует не только работа. Звезды говорят, что сегодня у вас должны быть ушки на макушке. Аксыны 30 күнігер ындыкасыға ағағасы беріге. Жол түхілгеті республикадағы бірейек супербилистері ойналар. Уан Тойота масына. Жокускайга 15 сыр участыға онтондатын сыныла билистер. Ойнитуға кыттар матамир мағығын сертификаттара Жокускайга улустарға атыланалар. Саңа жылға жол түхілгеті Ән жиағыр. Далбар хотун. Саха жақтарын манылах, ымылах, өрі тудар күнде ада. Далбар хотун эдерген кыз оғыттын, эрге сүттер кемче кейіттен, оғытын түйігер көтөк бүтиеттен, сенен сыллы ребәттен, үйнен сайдан тақсар. Ах, сұрыттар далбар хотун сұрналы. Хочется теплых встреч, ярких событий. Полностью оборудованная кулинарная студия Food Life с профессиональными поварами и современной техникой. Вы сами приготовите самые необычные блюда весело и легко, с чашкой ароматного напитка, за вкусными разговорами. Проведите праздники и встречи в кулинарной студии Food Life. Группа «Эталон» представляет квартиры в Петербурге и Москве от застройщика. Успейте купить по ценам 2020 года. Хотите жить в столице? Звоните. Группа «Эталон». Офис продаж в Якутске. Телефон 318-222. Добро пожаловать в новый день. Мы продолжаем. Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, принятый еще в 1988 году. А этот день посвящен не только профилактическим мероприятиям, это день для всех, кто ведет активную борьбу со смертельным синдромом. Сегодня каждый должен знать свой ВИЧ-статус и пути передачи этого заболевания. Более подробно на эту тему мы сегодня поговорим с главным врачом Центра СПИД Анатолием Кожевниковым. Анатолий Александрович, доброе утро, как слышно? Доброе утро, слышно хорошо. Анатолий Александрович, 1 декабря во всем мире, проводится как Всемирный день борьбы со СПИДом. Какова ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в мире, России, ну и в частности в нашей республике, конечно? Ну, во-первых, 1 декабря каждый год проводится под определенным девизом по соответствующему времени. В этом году этот девиз идет глобальная солидарность и общая ответственность. Это как раз связано и с наслоением пандемии на эту проблему, которая ВИЧ-СПИД уже более 30 лет гуляет по планете и подразумевает как в профилактике, так и в борьбе со СПИДом не только работников СПИД-центров, но и всех институтов общества. Но ситуация у нас в республике, значит, за этот год, за 10 месяцев этого года, как будто бы должна нас успокаивать. У нас снижение на 20% выявленных новых случаев. Но это говорит, не должна нас успокаивать, поскольку это меньше мы дообследовали, меньше выявили больных в условиях ограничения передвижения. И мы многие мероприятия не смогли провести. И то, что общая лечебная сеть, которая должна также выявлять, помогать в выявлении и обследовании населения на ВИЧ-инфекцию, занята маленько другой проблемой. Хотя выявление является одним из важных элементов при остановлении эпидемии ВИЧ.
Вот есть такая программа 90-90-90 всемирная. Это 90% населения, проживающего на территории республики, должно знать свой статус. Из этих 90%, которые знают свой статус, если он положительный, должны получать лечение 90%. И из тех 90% людей, которые знают свой ВИЧ-статус, получают лечение, 90% должны дать положительный ответ на вирусную нагрузку, то есть стать эпидемиологически безопасными. То есть они не смогут передавать ВИЧ-инфекцию. И у нас возрастная категория. Значит, ну, во-первых, в группе риска находятся все. Не может человек говорить, что вот я никак меня не коснется, поскольку они обращаются и за различными манипуляциями в медицинские, как в частные, в такие в эти государственные клиники. Во-вторых, идет феминизация процесса, да, и у нас сейчас из вновь выявленных чаще выявляются женщины. То есть и в результате этого, во-первых, и возрастной ценз, структура поменялась. А если раньше это была молодежь и в основном наркотический путь передачи, то сейчас идет половой путь передачи. Это порядка 75%. Так? И только 24% идет наркотический путь передачи. Конечно, те и другие цифры это ужасные. Но поскольку идет феминизация, у нас идет и, естественно, увеличение количества беременностей и родов. За все годы наблюдения у нас 220 было родов у ВИЧ-инфицированных женщин. И в этом году у нас 13 было родов. Анатолий Александрович, да, простите, что перебиваю. Очень важно узнать, чтобы ВИЧ свой статус, нужно пройти экспресс-тест, да? Вот в нынешнее время, насколько это реально и как это можно сделать? Чтобы узнать свой ВИЧ-статус, ну, да, во-первых, ну, вот акции, например, мы сегодня такую проведем без большой афиши, но в одном из торговых центров будем брать со слюны очень качественный тест. Кроме того, при любом медицинском обращении, в любой медицинской организации, в том числе в частной медицинской организации, вы можете попросить, чтобы у вас взяли кровь на ВИЧ, поскольку для граждан России у нас мы со всех медицинских учреждений принимается, бесплатно проводится статус. Сами можете активно прийти в центр СПИД или в его филиалы, там сдать на ВИЧ. Но бесплатность это только если, ну, как человек идет не анонимно. Если анонимно, то это в любом идет уже платно. Анатолий Александрович, спасибо вам за полезную информацию этим утром. Желаем вам сегодня отличного дня, настроения хорошего, несмотря ни на что. Спасибо. А мы продолжаем. Спасибо. В Тамбовской области сегодня, точнее не сегодня, а 26 ноября открылся Всероссийский форум органов молодежного самоуправления. «Молодежная команда страны» называется форум. В нем участвуют молодые управленцы и политики из 60 регионов нашей страны. Ну а от лица Якутии на форуме побывал Александр Веренский. Сегодня он в нашей студии. Александр является руководителем вектора развития молодых парламентариев Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики. Александр, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, буквально только сегодня утром, по-моему, прилетели, да? Я прилетел вчера утром, да, все верно. 26 по 29 ноября проходил 4-й Всероссийский форум молодежного самоуправления «Молодежная команда страны». Новшеством данного
сезона стало прибавление молодых членов Союза молодежных избирательных комиссий Российской Федерации. За 3 дня молодые парламентарии, управленцы и избиркомы встретились с федеральными экспертами и лекторами. Такой стала Алена Булгакова. Это самый молодой член Общественной палаты Российской Федерации. На встрече с ней обсуждались очень актуальные темы избирательного процесса в Российской Федерации, такие как онлайн-голосование и, конечно же, осмысление отдавания своего голоса молодого поколения. Также в данном году новшество стала грантовая поддержка. Поступило 53 заявки, 47 прошли публичную презентацию. И 17 молодых людей из 13 регионов Российской Федерации получили в общей сумме грантов на 11,5 миллионов рублей. Так. Я считаю, это очень хорошо, потому что форум достаточно молодой. И то, что за 4-й год он уже получил статус грантового конкурса, и в первый год 11,5 миллионов рублей на реализацию своей идеи молодые ребята получили, это очень даже отрадно видеть. В целом данный проект нацелен на поиск, отбор, подготовку молодых лидеров в процессе вовлечения их в политическую общественную сферу, обучение их соответствующим навыкам и, конечно же, обмену опытом. Потому что приехали представители 60 субъектов Российской Федерации. И мы за эти 3 дня обменялись опытом, обменялись проектами. И каждый взял себе на карандаш некоторые идеи, я тоже взял. Надеюсь, в следующем году, когда пандемия спадет, данные идеи найдут свою реализацию. Также сейчас в тренд вошло проведение региональных этапов молодежных команд страны. Региональные этапы прошли, как я знаю, в 3 городах. И я надеюсь, что в следующем году мы сможем провести свой региональный этап молодежной команды страны, чтобы наши молодые парламентарии со всей республики, не только из АЦ, молодые управленцы, сейчас молодежные администрации созданы во всех муниципальных районах Республики Саха-Якутия, и члены молодежных избирательных комиссий собрались, обсудили политическую повестку Республики Саха-Якутия, избирательный процесс нашего региона и, конечно же, поставили векторы развития данной сферы. Ну, а какие-то проекты, какие-то презентации нужно было представлять? Как делились опытом? Практически мы делились опытом общественно, то есть мы обсуждали, но также была проведена одна дискуссия, то, что молодые политики, молодые управленцы избиркома, они поменялись местами. То есть каждый, он ознакомился со сферой другого направления. Политики ознакомливались... в такой немножко игровой форме, да, да, получается? Менялись в виде квиза, так выразимся. Политики ознакомились с избиркомами, управленцы с политиками и избиркомы с управленцами. И тем самым мы вот так вот обменивались опытом. То есть менялись полностью площадками. А в составе экспертной комиссии кто был? В составе экспертной комиссии Министерства по делам, Федерального министерства по делам молодежи, Росмолодежь, были эксперты. Это утвержденная группа. Они практически на каждом форуме присутствуют, как и на территории смыслов 2020 года, как и на МКС 2020. То есть эксперты, они утвержденные. Александр, а вот если говорить о вашей деятельности, коротко так, чем вот вы конкретно занимаетесь? Я член молодежного парламента при Госсобрании Илтумен Республики Саха-Якутия. Мы в основном занимаемся молодежным парламентаризмом. А именно, мы разрабатываем законы, вносим свои поправки. К примеру, завтра, 2 декабря, состоится общественное обсуждение проекта федерального закона о молодежной политике в Российской Федерации с депутатом Государственной Думы Галиной Иннокентьевной Данчиковой. Туда присоединятся молодые политики, молодые управленцы, молодые избиркомы и общественность.
для того, чтобы высказать свои предложения в проект данного федерального закона. И мы через своего депутата от нашего региона, Галины Иннокентьевны, данные предложения внесем в проект федерального закона. До 10 декабря предложения собираются со всех регионов, со всех законодательных собраний, и они будут внесены. Александр, спасибо вам за участие в нашей программе. Вижу, у вас очень серьезные планы. Пусть обязательно все осуществится, да, в ближайшее время. Отличного дня, хорошего настроения, плодотворной вам работы. Ну, а у нас небольшая рекламная пауза. Оставайтесь с нами. Элинарға хоту соғыруден арақсываққа үйелі қилейені кім қақыатығытта сетімнеғын. Улу өбігелер бөт үтігестерін еңеріне сылжар қақып бұтығар, сұрутың, ағың, соргута көтөксің. Далбар хотун. Сахачақтарын манылах, ымылах, өрі тудар күнде ада. Далбар хотун эдерген кыз оғыттын, әрге сүттер кәмче кейіттен, оғытын түйігер көтөк бүтиеттен, сенен сыллы бәттен, үйінен сайдан тақсар. Ах, сұрыттар далбар хотун сұрыналы. Хочется теплых встреч, ярких событий? Полностью оборудованная кулинарная студия Food Life с профессиональными поварами и современной техникой. Вы сами приготовите самые необычные блюда весело и легко, с чашкой ароматного напитка, за вкусными разговорами. Проведите праздники и встречи в кулинарной студии Food Life. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. И своего момента ждет сообщение, которое пришло на наш WhatsApp номер. Хотим поздравить свою внучку Алину Стручкову с Алданского района, села Хатыстыр, с днем рождения. Сегодня ей исполнилось 5 лет. Желаем здоровья, счастья и всего самого лучшего. Алинушка, мы тебя любим. Дедушка Алеша и бабушка Галя с Самгинского района, села Покровка. Алина, мы присоединяемся к поздравлениям с днем рождения тебя. Ну а далее эфир продолжит свежий информационный блок. Доброе утро. Это телеканал Якутия-24. Вы смотрите новости. Официальные данные федеральной и региональной статистики показали, что по республике начинает прослеживаться постепенное снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе заседания Республиканского оперативного штаба. Тем не менее, расслабляться рано, наоборот, необходимо усилить проведение превентивных мер, сказал глава республики. Согласно статистике, в республике отмечается снижение количества госпитализаций, сокращение звонков на горячую линию, позитивная динамика по сокращению количества тяжелых больных, в том числе находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Школы Хангаласского района постепенно переходят на очную форму обучения. Напомним, с 9 ноября почти половина школ района перешла полностью на дистанционное обучение, а с 23 ноября начались первые послабления. На сегодняшний день 17 школ Хангаласского района вернулись к очной форме, в 9 школах обучают в очно-заочном, смешанном формате, и только в одном учреждении в Булгуньяхтахской средней школе сохраняется полное дистанционное обучение. В Булгуньяхтахской школе принято решение, что они остаются на дистанте, потому что сохраняется
количество болеющих в наследии, и до сих пор есть учителя, которые болеют ковид. В целом по Улусу в образовательных учреждениях, не только в школах, детсадах и учреждениях доп. Образования, можно отметить, что динамика положительная, в том плане, что снижается количество заболевших и сотрудников, и детей. Во многих наслегах, будем так говорить, чистая зона. И мы надеемся, что вот эту неделю отучимся, как принято решение школам, то в следующей неделе, может быть, у нас увеличится количество тех школ, которые будут учиться в очном формате. Около 47% населения республики получили прививки от гриппа и ОРВИ. План иммунизации против гриппа составляет 60%. Для этого планируется вакцинировать еще 143 тысячи человек, из которых 83 тысячи проживают в Якутске. Как сообщила министр здравоохранения Елена Борисова, для организации прививочной кампании в Якутии сформировали 48 медбригад. Также отдельную работу проводят с частными и подведомственными клиниками, в которых закреплено свыше 7 тысяч якутян. С начала месяца льготники разных категорий смогут получать уведомления о положенных им выплатах и услугах. До этого людям нужно было уточнять информацию самостоятельно. В результате о положенных им соцуслугах многие не знали. Информация будет доступна для пользователей приложения госуслуги. Там же врачи, не получившие коронавирусные выплаты, смогут оставить жалобу. Изменятся также правила оформления больничных. Электронный документ можно будет использовать сразу на нескольких местах работы. Кроме этого, получить листок временной нетрудоспособности можно будет в случае закрытия детского сада на карантин из-за пандемии. А часть сделок с нотариусами теперь можно будет оформлять дистанционно. Льготный кредит под 2% годовых получили 3127 молодых семей республики по программе «Дальневосточная ипотека» для улучшения своих жилищных условий. Ипотека по программе предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, также участникам программы «Дальневосточный гектар». Основные условия кредита – процентная ставка 2% годовых, первоначальный взнос не менее 15%, максимальный размер кредита до 6 миллионов рублей на срок не более 20 лет. Банки принимают заявки во всех 11 субъектах Дальневосточного федерального округа. В столице региона стартовала ежегодная благотворительная акция «Елка добра». В торговых центрах установлены елки с записками, где указаны имена детей, которые ждут подарков от добрых горожан. Традиционно подарки получат воспитанники коррекционных школ и домов-интернатов. Внести свою лепту в исполнение мечты ребенка и подарить праздничное настроение может любой желающий. Для этого нужно выбрать открытку с елки добра, купить подарок и положить его возле новогодней елки. Тогда ребенок, которому этот подарок будет адресован, обязательно получит подарок к Новому году. Сегодня в рамках старта акции глава Якутии Айсан Николаев одним из первых купил подарок воспитаннику детского дома. Елка добра, она в Якутске уже проходит 5-й раз. Вот здесь именно по линии города добра, здесь в хозмаркете. Я всегда принимаю участие в этой акции. Очень рад, что благодаря этой акции многие дети могут приобщиться к новогодней сказке. Потому что, конечно же, под Новый год и не то что дети, но и взрослые даже мечтают о новогоднем чуде, чтобы какие-то их желания сбылись. К сожалению, достаточно много детей, которые в силу разных причин не могут получить эти подарки. И вот эта акция позволяет как раз как можно большему количеству детей вот эти подарки получить. Так, и приобщиться, еще раз говорю, к новогодней сказке. Таковы новости к этому часу. Удачного вам дня, берегите свое здоровье, носите маски. Доброе утро! Впервые в Якутии в рамках фестиваля «Зима» начинается с Якутии. Вчера, 30 ноября, стартовал зимний ленд-арт-фестиваль Iceland Fest, который проходит в онлайн-формате. В рамках фестиваля в микрорайоне Кангаласы проводятся интересные онлайн-встречи с участием приглашенных экспертов в области архитектуры, искусства и дизайна. Организаторами мероприятия выступил Центр компетенций по вопросам городской среды. И сейчас с нами на прямой связи архитектор данного центра Анку Гасич. Анку, доброе утро.
Как слышно? Всем доброе утро. Отлично. Ну, вчера вот уже стартовал, да, будет он 2 дня, вчера, сегодня. Что мы интересного такого пропустили за вчера и что планируется по плану сегодня? Ну, я надеюсь, вчера не пропустили нашу интересную онлайн-дискуссию, которая была посвящена метафорам зимы в этнокультуре народов Арктики как креативного ресурса для развития современных культурных практик. На дискуссию были приглашены российские и международные эксперты, в общем, там, высочайшего уровня. Я вкратце расскажу, что участники дискуссии обсудили, как современное искусство, исследование и технология помогают архитектурному развитию поселений. И что, в принципе, так как целью нашего фестиваля является развитие поселка Кангалас, мы придерживались рамок, какие инструменты могут помочь кангаласам в развитии. А вот интересно, почему был выбран именно микрорайон Кангаласы? Так как инициаторами фестиваля выступил ювелирно-гранильный кластер САБМ и управление архитектурой, у них давно были планы на развитие микрорайона Кангаласа как перспективного места. У Кангаласа вообще большая была история, там и проект Кангаласы 2.0, и еще какие-то большие проекты, большие принципиальные проекты существовали. И сейчас Кангалас находится на таком пути, что выбирает, какой путь развития он должен выбрать, чтобы поселение, так скажем, не вымерло. Там планируется только в планах пока мастер-план самих Кангалас, постройка суперколледжа, супершколы, которые соберут в себе, вот как раз концентрируют в себе людей, школьников, молодежь, которые в дальнейшем смогут работать в микрорайоне Кангаласа. А я хочу напомнить телезрителям, что вот именно вот на том месте, да, в Кангаласах, где вот этот всем уже известный стал карьер, да, на фоне которого фотографируются, продолжают уже последние вот годы население, да, активно приезжает, уже такое стало место. Интересное название Land Art, да, что это означает? Land Art — это направление в искусстве, оно существует, по-моему, с 60-х годов. Самый известный Land Art фестиваль в России — это фестиваль Николая Полисского в Никола-Ленивце, где архитекторы из природных материалов создают арт-объекты. Буквально природа. Ощущение такое, будто бы эти арт-объекты и инсталляции появились на этом месте, то есть они стали частью рельефа. Николай Полисский приезжал также к нам в Якутию и во Владимировке построил табун мифических лошадей. Вот как раз-таки пример, да? Да, у нас, кстати, это Land Art фестиваль. Также ходил в Минск в прошлом году. В Якутии был небольшой. Так, А вот что впереди? Вот это вот зимний, да, Iceman Fest, он за себя сам говорит, говорящее название. А после этого что-то еще планируется такое, может быть, летом? Да, фестиваль планируется стать ежегодным, так как Кангаласа собирается активно развиваться. У них очень активная администрация, глава, у них есть производство. И на сегодняшней онлайн-дискуссии с 2 до 3:30 часов пройдет также еще одна онлайн-дискуссия. Инновации микрорайона от угольного. Я приглашаю зрителей присоединиться и послушать про планы развития Кангаласа. Как можно присоединиться к онлайн-трансляции сегодня? К онлайн-трансляции будет присоединиться через Zoom-платформу. Ссылки можно найти на наших соцсетях и в ссылках наших партнеров.
Анку, спасибо вам большое за подключение. Действительно, очень интересная тема. Будем следить за развитием арт-лендов, да, в нашей республике. Отличного дня. Ну а у меня есть сообщения, которые пришли на наш WhatsApp номер. Поздравляют своего внука Шадрина Артура с исполнением 1 месяца со дня рождения. Пусть растет здоровеньким, на малость маме, папе и всем нам родным. Также доброе утро, новый день. Поздравляем нашу любимую маму, бабушку, жительницу Среднеколымского Улуса, поселка Сватая, Слепцову Варвару Васильевну с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, как якутский наш алмаз, долголетия, счастья, добра. Поздравляют вас дети Вася, Кеша, Аркадий, Лина, невестка Вера из села Сватай, дочери Любовь, внуки Виктор и Марта, Света, внуки Инесса, Валентина из Среднеколымска, с Якутска. В общем, все родственники вас поздравляют, и мы присоединяемся к этим поздравлениям. А наша вторничная рубрика «Посмотри сериал» продолжает знакомить вас с многосерийными фильмами. На сей раз речь пойдет о новинках уже этого года. «Чужак», «Ход королевы» и «Отыграть назад». О чем эти сериалы и стоит ли их смотреть, узнаем в материале. Эти киноновинки уже вовсю обсуждают в сети. Кому-то они, как говорится, зашли, а кто-то с отвращением плюется. Я же предлагаю вам составить свое личное мнение. Экранизаций Стивена Кинга много не бывает. «Чужак» – сериал из вселенной мистера Мерседеса. Мрачная, как и полагается, история убийства 11-летнего мальчика, которое расследует детектив в исполнении Бена Мендельсона. Все улики указывают на тренера детской бейсбольной команды. Терренс Мейтланд, вы арестованы по обвинению в убийстве Фрэнка Питерсона. Убийство? Однако после ареста выясняется, что у него есть железное алиби. На месте преступления полно его отпечатков. А на видео он в сотни километров оттуда. Нельзя же быть в 2 местах одновременно. Сценарий для сериала адаптировал сам Стивен Кинг, поэтому сюжет остался таким же напряженным, как и книга. Ты понимаешь, как это странно? Мужчины захотят всему тебя научить. «Ход королевы» – это не очередной костюмный фильм про титулованных лиц. Это спортивная драма про шахматы. Да ничего такого. Шахматы не всегда состязание. Действие неторопливого сериала начинается в середине 50-х годов прошлого века. 9-летняя Бет Хармон попадает в приют после автокатастрофы, в которой погибла ее мать, а сама она каким-то чудом уцелела. Пока остальные воспитанницы готовятся стать примерными дочками в приемных семьях, а затем хорошими женами, Бет пропадает в подвале приютского завхоза, уважающего виски и шахматы. Говорят, этот сериал консультировал сам Гарри Каспаров. Даже если вы ничего не знаете про шахматы, это имя наверняка вам знакомо. И, кстати, да, посмотрев сериал, возможно, вы так же, как и я, пожалеете, что не играете в шахматы. Да нет, одного игрока боюсь. Кто он? Русский. Когда-нибудь мне придется рассказать об этом. Почему так произошло? Давно ли вы видели Николь Кидман? Сериал «Отыграть назад» подарит вам эту прекрасную возможность. Кстати, в нем можно увидеть и постаревшего Хью Гранта, который, тем не менее, продолжает играть ловеласа-подлеца. Правда, на сей раз драматического. Даже не скажешь, что они богаты. Все просто и со вкусом. Обещаю загладить вину. Загладь сейчас. Найдем комнату. Это будет несложно. Плохо себя ведешь. Итак, Николь Кидман в роли успешного психолога, у нее все хорошо, любящий супруг, прекрасный сын, богатая жизнь. Но тут внезапно пропадает ее муж, и сказочная жизнь оборачивается чередой неприятных откровений и настоящим скандалом. Каким именно? Посмотрите сериал. Многие законопослушные и успешные люди имеют склонность к срывам. Ты думаешь, что совсем справишься, но это тебе не по силам. И в чем же, по-твоему, моя слабость?
Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Сегодня состоится одно из самых ожидаемых событий фестиваля «Зима начинается с Якутии». Показ коллекции якутских дизайнеров Arctic Fashion Show. Самое такое, можно сказать, красивое, эстетичное мероприятие. И в нашей студии модельер, член Союза дизайнеров России, преподаватель Арктического института, руководитель проекта Arctic Fashion Show Варвара Филиппова. Варвара, доброе утро. Доброе утро. Ну, в прошлом году показ прошел довольно-таки грандиозно, да, судя по отзывам, на высшем уровне. Что нас ждет сегодня, да, в этом году? Чем будет отличаться Сегодня, в мероприятие от первую очередь, предыдущего? конечно, будет отличаться тем, что он будет в режиме онлайн. Благодаря НВК «Саха» в прямом эфире вся республика и весь мир смогут увидеть наших модельеров, дизайнеров с очень эксклюзивными, интересными коллекциями. Участвует порядка 21 дизайнера. К нам приехали из уголков республики. Вот, например, Татинский улус, Чорапчинский. Там приехала школьница 9 класса, очень такой интересной коллекции. Она вот стремится именно возродить национальную культуру. Такие испокон, даже какие-то кожаные вещи, да, вышивка, но это все так эстетично, лаконично и на современный лад сделано, что очень красиво. Также у нас есть из Северного улуса с коллекцией «Долганочка», тоже юная участница, такие молодежные пальто делает. Есть у нас даже бренд, который приехал из Москвы, бренд «Ого». Это наша землячка, которая успешно там показывает свои коллекции. Поэтому такое прямо разнообразие. Я очень рада, что в этом году принимает участие очень много коллекций, очень много было заявок. Поэтому я думаю, у нас будет очень интересное, грандиозное шоу, очень интересные, эксклюзивные такие фишки, которые, я думаю, впечатлят любого зрителя. Именно даже в оформлении всего подиума, в таком в арктическом стиле. Работает очень большая команда, команда вот Арктического института культуры и искусств. Все заряжены на то, чтобы шоу состоялось очень красивое, эффектное. Вот, например, да, вы видите сейчас промо-ролик. Мы в этом году сняли промо-ролик. Своя какая-то тематика, да, у Да, фестиваля, тематика я знаю. все равно, конечно, арктическая, потому что это Arctic Fashion Show. Именно все равно, кто живет в Якутии, кто родом из Якутии, так или иначе, он вдохновляется нашей национальной культурой, природой. Какой-то такой у нас есть национальный код, который вот живет в каждом, и каждый старается вот привнести и добавить изюминку. Я считаю, что это такая кладезь, и вообще тенденция вся мировая ждет чего-то нового, вдохновения. Ну, еще, конечно, фишкой этого года будет маска. Каждая коллекция, каждый модельер, каждая модель будет в маске, да. Но мы все понимаем, что сейчас без этого, наверное, уже на несколько лет невозможно. То есть образ каждой модницы, он так или иначе Уже, должен, да, обязательно включать и маску Уже защитную. не представляет без маски, да? Да. Ага. Ну вот мероприятие проходит, в нем, получается, принимают участие модельеры, да, как начинающие, вне зависимости от возраста, да? Вне зависимости от возраста. Вне зависимости от возраста. Имеет ли это какой-то соревновательный момент или это Нет, у просто нас показ? это не конкурс, это действительно показ, своеобразная неделя моды, да, Якутии, можно так сказать. Участвуют модельеры совершенно бесплатно, то есть идея такая, что это площадка, чтобы выразить себя, показать, потому что мы все понимаем, что сейчас очень-очень трудно в финансовом плане, да, даже вот каким-то небольшим маленьким дизайнерам вообще просто показать себя, да. Ну вот в прошлом году те, кто у нас участвовали, они в течение года, то есть их заметили. Мы сотрудничаем с Палатой моды России, представитель следит за коллекциями. Те участники, которые были в прошлом году, они были приглашены на Mercedes-Benz Russia, да. Поэтому вот бренд Салко. В прошлом году они выступили отлично, их пригласили, и в этом году они сделали онлайн-показ. Конечно, вот это вот в рамках, да, что мы не можем на публику выступать, а с другой стороны, это наоборот нам раскрывает всему миру, именно благодаря НВК онлайн. То
То есть это я считаю, супер победа. Но в прошлом году на фестивале даже были гости из Москвы. Да, по-моему, вот из в этом Палаты году мод, как да, с это этим был будет? представитель Палаты моды. В этом году также они наблюдают за нами в режиме онлайн. В этом году у нас амбассадор Гала Борзова, известный российский стилист, топовый. Они даже, наверное, больше знают в Москве и ценят ее. Да, но она так легко и быстро сразу согласилась быть амбассадором. Она также будет онлайн наблюдать за коллекцией, будет смотреть. Ну и, соответственно, это же вот такая работа. То есть показ, а после показа будет еще очень много работы с дизайнерами, с продвижениями их. Планируются фотосессии. У нас работает уже стилист показа Светлана Хаврова. То есть команда у нас расширяется, и мы стараемся вот идти на уровне, в ногу со временем вообще мировых тенденций. У нас специально пишется музыка группы «Уран», эксклюзивно для промо-ролика. Вот музыка написана. И также все сопровождение показа, как и в прошлом году. Но в этом году все треки будут эксклюзивны и сделаны специально только для Arctic Fashion Show. Но мы также знаем, что помимо показа коллекций начинающих модельеров, мы также увидим и уже именитых, известных дизайнеров, в том числе ваших, да? Да, в том числе и свою коллекцию я делаю. Моя коллекция «Грани Арктики». Я Марфа уже несколько... Федорова, по-моему. Марфа Федорова, да. Вот бренд «Ого», это, ну, это уже, я считаю, мировой бренд. Вот, его знают многие. Вот, и многие у нас дизайнеры, конечно, вот именно вот арктической, да, вот такой вот, опять вот показывает ролик, это, то есть можно еще сказать то, что у нас работают не только дизайнеры, да, это вообще все креативное сообщество республики таким образом развивается, не только модельеры. И, конечно, я благодарю за поддержку Министерства предпринимательства, тоже наш организатор, это Арктический институт культуры и искусств и Министерство предпринимательства, торговли и туризма. Объединились и такими мощными усилиями создают такую площадку для модельеров. Но, к сожалению, в этом году попасть лично, наверное, не придется телезрителям, да, не получится, но получится подключиться. Подключиться, я думаю, у каждого можно даже с телефона. Сегодня 18:15. Вы нажимаете НВК онлайн и смотрите прямую трансляцию. 45 минут красоты, вдохновения, вот, наслаждения. Всем желаю, телезрителям. Варвара, спасибо вам большое. Мы, конечно же, приглашаем всех присоединиться, всех эстетов, всех ценителей красоты. Сегодня на нашем канале в прямом эфире в 18:15 состоится показ, вот и показ Arctic Fashion Show. Варвара, спасибо вам большое за участие. Удачи вам сегодня. Спасибо вам. Пригодится Спасибо. сил и терпения. Спасибо. Ну а я с вами прощаюсь. Далее передаю слово своим коллегам из якутского блока. Пелагея Буртахова и Джулус Иванов продолжат эфир. Прощаюсь с вами. Увидимся завтра.